Это обзор чрезвычайных происшествий. В студии Александр Хавренко. Здравствуйте. Инспектором подразделения по делам несовершеннолетних в Ленском районе выявлен факт оставления опасности двоих малолетних детей. В поле зрения инспектора ПДН попала 23-летняя женщина, неложным образом исполняющая родительские обязанности. Во время обхода инспектор не застал семью по месту жительства. В этот же день она выяснила, что полуторагодовалый мальчик находится в больнице. Женщина привезла сына к знакомой и сказала, что отлучится ненадолго, и ушла. При этом ребенок был сильно простужен. Сам мальчик и одежда на нем были грязными. Мама так и не явилась за сыном. Знакомая не раз пыталась до нее дозвониться, но телефон матери был отключен. Тогда знакомая вызвала врача, и ребенка экстренно госпитализировали. По данному факту инспектор ПДН инициировал проверку. В ходе административной проверки полицейскими установлены и другие факты, которые стали достаточными для основания возбуждения уголовного дела по статье «Оставление в опасности». Несколько недель назад малолетние дети были оставлены без какого-либо присмотра на всю ночь. Уходя из дома, женщина оставила входную дверь незапертой. Дети в любой момент могли выйти на улицу в декабрьские морозы. Также установлено, что во время нахождения малолетних без присмотра в квартиру имели доступ посторонние лица. У одного из них выявлено видео, снятое в ту ночь. В настоящее время ситуация находится под контролем полиции. Органами опеки и попечительства девочка передана своему отцу. Судьбу младшего ребенка решит суд. Прокуратура Анабарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина сел за руль автомобиля в пьяном виде и совершил наезд на ребенка. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Подсудимый признал свою вину и добровольно выплатил причиненный ребенку моральный и физический вред. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением права управления транспортным средством на 3 года. 13 января около 2 часов ночи на перекрестке улицы Дзержинского и Некрасова водитель 32 лет, управляя автомашиной Toyota Corona на регулируемом перекрестке, не выдержал безопасную скорость и совершил столкновение с автомобилем Toyota Allion под управлением водителя 22 лет. Далее автомобиль Toyota Allion совершил столкновение с автомашиной Toyota Crown под управлением водителя 34 лет. В результате ДТП 2 пассажира из автомашины Toyota Allion получили различные ушибы и травмы. Назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка. В исправительной колонии номер 3 пресечена попытка переброса запрещенных предметов и наркотических веществ. На территории прилегающей к колонии сотрудниками был задержан гражданин Г, который пытался осуществить переброс запрещенных предметов и веществ, предназначенных для осужденных. Это 2 газовые зажигалки и пакет, обмотанный липкой лентой, внутри которого находились свертки с веществами белого и темного цвета. Экспертиза показала, что в свертках наркотическое вещество общим весом чуть более 23 граммов. Кроме того, выяснилось, что ранее гражданин Г отбывал уголовное наказание в данном исправительном учреждении. Материалы по данному факту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. В дежурную часть полиции по Алданскому району с заявлением обратилась 49-летняя жительница города Алдан. Женщина сообщила, что из ее квартиры были похищены ювелирные изделия общей стоимостью около 110 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к хищению сожителя заявительницы, ранее судимого за аналогичное преступление 49-летнего мужчины. Подозреваемый пояснил, что знал о том, что у потерпевшей в квартире имеются ювелирные изделия. Во время новогодних каникул женщина уехала к родственникам в другой район. В отсутствие хозяйки мужчина ушел в запой, и для приобретения очередной порции алкоголя он похитил золотую цепочку и кулон. Мужчина сбыл похищенное, а на вырученные деньги приобрел алкоголь и продолжил распитие. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.